Моя проповедь, она называется «Покажите», вот длинное название, «Покажите в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание». Я хочу сходу задать такой вопрос, вам всем задать. Вы можете отвечать, можете не отвечать. Э, Чем прежде вы хотели обладать? Вот у Бога есть плоды Духа Святого и дары Духа Святого. Вот у него есть. Дары Духа Святого – это все. Вот все помазание, сила, просто с небес Господь, все. Вот мощь такая. И есть плоды Духа. Вот кто хотел бы в каких дарах? Конечно, хорошо двигаться и в плодах Духа Святого и иметь, и в дарах. Конечно, это хорошо. Но в действительности что? Как молиться происходит? Но здесь есть вот такой один нюанс. Когда человек, у него есть характер, плоды Духа Святого, тогда не только он притягивает людей, но он становится примером для людей. И еще вдобавок он назидает церковь. Церковь, она поднимается. Но когда человек двигается в дарах Духа Святого, вот здесь есть один минус, то тогда слава воздается человеку, и человек может не удержаться. И он всю славу забирает себе, он не воздает. Который человек плодами Духа Святого, он понимает, откуда у него, и он воздает славу Богу. Все время славу Богу. Все время славу Богу. И тогда происходит что? Который человек с дарами Духа Святого мощно, помазанно двигается, через какое-то время приходит ереси, приходит... Знаете, вот столько было в 90-х, и святой лай был там, и люди падали, и кувыркались там, и чего только не происходило в церквях, да. Но люди просто... Это ужасно было. Понимаете? Потому что здесь было много лжи и обмана, потому что в дарах Духа Святого мы тоже хотим и будем двигаться, потому что много вопросов в церкви. Но прежде мы должны утвердиться в плодах Духа Святого. Характер у нас должен быть. Потому что Дух Святой, Он хочет, чтобы церковь, она была украшена плодами. Знаете, у каждого был характер. Чтобы здесь, когда мы начинаем встречать людей, любовь, это принятие, все это проявлялось через людей. Мы же хотим, чтобы у нас были здоровые взаимоотношения. Они должны быть здоровые взаимоотношения. Когда церковь растет и начинается много служений, знаете, что дьявол, он приходит, и он использует. Кто-то говорит, я даровитее тебя, я лучше тебя пою. Кто-то, я лучше тебя играю, да я лучше тебя улыбаюсь. Ну, и всяко вот, люди, понимаете, да? И начинается вот этот раздор. Но когда человек наставлен внутри, у него есть характер, вот этот стержень. Потому что в трудных ситуациях не дары Духа Святого тебя будут держать, не твои знания, не твои какие-то таланты. Но в трудных ситуациях тебя только будет держать твой характер, который ты получил от Бога, понимаете? Потому что это Бог тебе дает. Он тебя сформировал, Он тебя обрезал, Он тебя ведет, Он снарядил тебя этим всем. Вот, и Бог, Он так хочет, чтобы мы прежде всего обладали плодами Духа Святого, и потом были дары Духа Святого также, потому что вы народ избранный, Бог вас избрал, вы избранный, Он избрал вас, вы царственное священство, Он вас взял в этот удел, чтобы вы возвещали о совершенстве Его, и тогда Он поднимает нас. Давайте вот мы посмотрим, знаете, вот я хочу показать, что наше видение нашей церкви, видение ценности, вот видение. Церковь – это где есть любовь, да? Это церковь любви, где принятие есть. Но когда у нас есть плод первый какой? Это плод первый – это любовь. Когда нет любви, и мы должны стремиться к этому. Потому что церковь это будет расти огромнейшей. Она будет огромной церковью, известной не только здесь, но за ее пределами. И это многие видят, и это многие чувствуют, многие это видят. Церковь для любви, церковь для всех. Для всех. И поэтому не надо придираться там, вот почему церковь для полных семей. Это церковь для всех. Вот это ведь вы внимательно читайте и вникайте. Церковь для всех. Церковь развития здесь развивается, поднимается и молодежь, и пожилые люди. Церковь для будущих поколений.
Потому что у нас и детское служение, и подростковое служение, оно стоит как бы в первых рядах. И церковь полных семей. Обязательно. Это не говорит о том, что вот у меня нету мужа. Ты также полная семья. Потому что у тебя есть Бог, Иисус. Он твой жених. Он твой жених прежде всего. Ты полная семья. Никогда не говори, я не полная семья. Ты полная, когда мы здесь находимся, как Божьи люди. И давайте мы начнем 2 Петра, откроем 2 Петра. И здесь будет современный перевод. Хорошо, я читаю синодальный. Я не знаю, но мне синодальный. Я такой вот, человек мышления совкового, наверное, но Бог меня, конечно, поменял где-то очень сильно, да, и ведет в этом. Но я вот люблю читать Библию не из телефона, а вот я люблю читать. Она у меня вот вся расписана. Я ее читаю, наслаждаюсь просто. 2 Коринфянам откроем. А вот здесь, да? Давайте здесь. Я еще не проснулся, да? Доброе утро. Ладно. 2 Петра. Нет, мы должны были, да, точно. Давайте мы вернемся назад, я извиняюсь. Вот о чем. Миссия церкви. Вот хорошо, что подсказали мне. Видишь, как хорошо. Дух Святой через вас действует, да? Потому что это очень важная миссия церкви. Мы должны идти. У нас в церкви вчера проходил семинар, да, и слава Богу, Любовь Николаевна просто призывала, там писала, ей там Маша помогала, и мы молились просто за это, чтобы пришли люди. Там она говорит, вот 11 человек, а оказалось 40 человек пришло. Правильно говорю, да? 40 человек, да, пришло. Почему? Потому что мы церковь, которая не проповедует и не несет Евангелие людям этого города. Эта церковь, она через какое-то время превратится в болото. Мы здесь будем сидеть друг друга, квакать, хвалить. Какая ты, Саша, хороший, Саша. Ой, Юлечка там, ой, Оксаночка, ой. И у нас будем квакать здесь сидеть. Но вот мы должны выйти за пределы, и, слава Богу, у нас есть такой вот двигатель, Любовь Николаевна, она старается, и люди, которые к этому примкнули, и стараются также, чтобы идти к людям, рассказывать им об Иисусе, делать из людей учеников, научить людей исполнять все, чему учил Иисус, и изменить жизнь людей к лучшему. И мы все к этому идем, и поэтому у нас и библейские курсы, мы учимся здесь, да, и мы меняемся, и видим, что много-много служителей поднимаются, и будут подниматься еще больше. Вот. И также мы после праздников, после Алана, наверное, начнем для новообращенных откроем специально, чтобы новообращенные приходили и азы. Там у нас будет 7 тем, у нас будет человек, который будет за это через какое-то время отвечать. Саша Коробов будет за это отвечать, будет нести. Я ему какое-то время помогу, этому Божьему человеку, умному, мудрому человеку. Просто. И также, братья, прошу, чтобы вы могли помочь в этом, потому что у нас будет и 2 Михаила, Неведомский, будет у нас Михаил и Панарин. Но нам еще нужно больше людей. Чем больше, тем лучше. Могут и сестры даже примкнуть к этому. И теперь тогда мы переходим к проповеди. 2 Петра, 1 глава, 5 стих. И половину начало 6 прочитаем. Вы можете смотреть там современный перевод. Я читаю свой синодальный. Сильно далекий, да? Нет, он в действительности хороший, очень хороший перевод синодальный. Здесь написано, то вы, прилагая к всему все старание, это усердие. Старание – это усердие. Если перевести, да, я не знаю, как там написано в новом, но здесь написано с греческого, если смотреть, там написано усердием. От сердца это должно быть. Приложили свое сердце. К всему все
все усердие. Покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание. Вот. И давайте мы разберем, что такое добродетельный человек. Это человек, который честный, добрый, благородный, высоконравственный, щедрый, великодушный, любящий людей. Вот. Такой человек, он прежде любит людей. Он прежде любит людей. Вот. Если мы идем на служение, мы должны любить Бога и любить людей. Однозначно. Если у тебя такого нету, это опасно очень. Вот поэтому у нас должен быть характер. Мы должны наполняться плодами. Вот. И он прежде всего любит Бога. Вот источник его Бог прежде всего. У добродетельных христиан, давайте вот прочитаем, там еще есть высказывание очень хорошее. У добродетельных людей, христиан есть постоянное и сознательное стремление к добру. Постоянное, понимаете, не временное. Я вот временно здесь поработаю, временно послужу. И сознательно, он сознательно это стремление к добру. Действие совершается от чистого сердца, без какой-то користи, а не ради выгоды. Также такие христиане обладают твердостью характера. Они не как тряпки, в которых много утя, и премудростью Божьей. У них есть премудрость Божья, у таких людей. И я верю, что такие люди, они поднимаются в этой церкви, и их становится все больше и больше. Аминь. А вот мирские добродетели какие? Мирские же тоже они в Бога не верят. И они строят все, они совершенствуются тоже. Они тоже стремятся к чему-то, да. Они какие-то проходят тренинги, да. Они проходят, если физическое, какие-то упражнения делают, чтобы красивая была фигура, качают там, да. Вот, ходят, питаются там. И всякое психологические вот это. Но там нету Бога. Там финал печальный. У нас-то финал хороший, мы идем за Богом. Знаете, там справедливый человек, вот я встречал в миру справедливый человек, он мне мозги чуть не вынес. Настолько справедливый, но без Бога. У него нету милости, у него нету понимания этой милости, у него нету понимания прощения, у него нету понимания, чтобы слушать другого, выслушивать человека. Он только свою справедливость. Или он говорит, я смелый. На самом деле он не смелый, он наглый просто. У него наглость, вторая молодость, и он может тебя снести там по пути, вынести тебя. И они часто, такие люди, они движимы гордостью, понимаете, чтобы себя показать. Посмотрите, как я похудел, да? Как я похудела, посмотрите. И вот себя показывают. Вот, и они совершенствуются так. Вот. Двумя словами можно сказать, знаете, что вот добродетель – это эталон поведения, эталон христианский, основанный на Боге. Человек, который высокого духа, об этом мы говорили. Вот. Давайте немного поговорим о рассудительности. Здесь уже написано, покажите вере вашей добродетель, в добродетельной рассудительность. Рассудительность. Вот. Покажите, это значит обеспечьте. С греческого также переводите обеспечьте. Да? Вот это рассудительность. Вот. Вот он может, рассудительный человек, он может разделить истину от лжи, зло от добра. Когда он рассудительный, у него есть мудрость от Бога. Вот. Она основывается, знаете, вот эта христианская рассудительность не на личной выгоде, не на человеческой какой-то умной логике, но на Слове Божьем. Вот на этом Слове Божьем. Вот его рассудительность. Притча 8:12. Давайте прочитаем. Притча 8:12. Очень хорошее место Писания. Притча 8:12. Здесь написано: «Я, премудрость, обитаю с разумом». Он говорит: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Ясно, четко здесь говорится, да? Мудрость обитает вместе с рассудительностью и обладает знанием. Вот мы еще давайте посмотрим высказывание насчет рассудительности. Рассудительность – это умение анализировать ситуацию, предвидеть последствия и выбирать лучший путь.
опираясь на премудрость и знание от Бога, от Слова Божьего. Вот это рассудительный человек. Когда он рассуждает на Слово. Слово Божье не нужно просто так читать. Написано, чтобы пребывать в этом Слове день и ночь. Читать день и ночь ты пребываешь в этом Слове. Ты изучаешь это Слово, ты вникаешь в это Слово. Писание говорит, 1 Коринфянам, знаете, рассудительность это как знание, премудрость. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, откроем 8 главу. Первое очень хорошее место Писания. 1 Коринфянам, 8 глава, и здесь 3 стих прочитаем. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Слышите? 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 Кто любит Бога, тому дано знание. Любите Бога. Нам нужно любить Бога. Потому что мудрый христианин, знаете, он что делает, мудрый христианин? Он пребывает в этом слове. И Писание написано, вникай, можете там, новый перевод, там написано в 1 Тимофея. 1 Тимофея, 4 глава, и мы с 16, наоборот, на 15 стих перейдем. Там написано, вникай в себя. Там написано, не вникай в соседа. Не смотри, какой он одет, или какой у него характер, или что-то он не так делает. Вникай в себя и в Писание. Вот сюда вникать нужно. В себя, не только в себя, а то ты сам себя забьешь. Скажешь, я не такой, у меня не такой нос, не такие ноги, и я не так смотрю, и у меня знаний не хватает там. Но смотри, вникай в себя и в Писание, так поступая, и занимайся с ним постоянно. Постоянно. Постоянно это каждый день, каждый Божий день. Кушать полкило здоровой духовной пищи. Не со стола. Как сестра недавно говорила, какой у вас стол шикарный, да? Нужно духовный стол накрывать. Это правильно, с другой стороны. И вникай в себя и в Писание. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь, а потом слушающих, как ты сам не спасся и кого ты можешь повести. Ты сам хромаешь. Как ты можешь хромого вести? В яму просто или слепой слепого не может вести. Вникай в себя и в Писание. Так делай, и занимайся с ним, себя спасешь и слушающих тебя. О сем заботься, там в 15 стихе написано, о сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой был очевиден. Успех твой очевиден когда? Когда люди видят, как ты живешь. Не как ты говоришь. Сейчас все научились говорить. На любой тренинг иди, любой блогер, там тебя так по ушам втерет. Лапша до Парижа будет висеть. И ты поверишь, ты влюбишься в это. Какой блогер, какая блогерша. Там у него блогерша. Мама просто говорит, но она не живет и деньги собирает, дует. И денежки собирает. Бог хочет, чтобы действительно, потому что написано, мы дальше смотрим, там 2 Тимофея, 3,16, там сказано, все Писание, все Писание Богу вдохновенно. Это значит, она вся и несет жизнь, несет дух. Все Писание Богу вдохновенно и полезно. Для чего оно полезно? Оно полезно, это самая здоровая пища. Оно полезно для научения. Она вначале тебя учит, ты учишься. Потом она тебя обличает. Когда ты учишься, читаешь и думаешь, это про меня. Это же не про Александра Коробова. Это про меня. Это про меня. Все Писание богодухновенно, и ты начинаешь для научения, для обличения. А потом, когда ты обличаешься, там написано для исправления. Ты начинаешь исправляться. Ты начинаешь исправляться. Только так, а больше никак. Знаете, рассудительность – это мостик между тем, что человек знает, и тем, как он поступает. Не просто знает, это мостик, как не только что он знает, но мостик, как он должен поступать. Вот этот мостик. Не так остаться на уровне знаний. Я только знаю. Вот я говорю, как мы можем здесь болотом превратиться и друг перед другом. У меня такие откровения, Мы должны стать мостиком, так
премудрость Божья должна прийти. Мы должны так поступать. Не так, как люди, которые, посмотрев в зеркало, забыли. Раз причесался и тут же забыл. Ты прежде всего должен в зеркало посмотреть и свое сердце увидеть, своего внутреннего человека. Это зеркало, оно просвещает твое сердце, твой разум. Оно показывает, в чем тебе нужно измениться. Давайте тогда мы перейдем, у меня времени там еще есть. 2 Петра, 1 главу, обратно вернемся туда и будем читать, прочитаем, переходим к другой добродетели, к воздержанию. Вот это как бы важная часть. Вот, смотрите, это очень важная часть воздержания. Вот кто-нибудь из вас ставил цель честно, просто честно, сами себе можете не поднимать руки, можете поднимать. Вы ставили себе цель воздерживаться от чего-то? Цели себе ставите воздерживаться. Это очень сильный плод. И вот в прошлый раз, помните, я вам рассказывал о 2 плодах, о смирении и кротости, да? Это они как бы идут последние. И потом последнее – это воздержание, это плод. И здесь написано в 6 стихе, в рассудительности тогда, в рассудительности воздержание. Когда ты начинаешь рассуждать, что такое воздержание? Давайте мы посмотрим, что такое воздержание. Воздержание – это способность при любых обстоятельствах контролировать свои мысли, скакуны, эмоции, сейчас тебя прибью, и аппетиты, пожрать дайте, оденьте, похотливые желания и действия, которые у тебя скачут и скачут и скачут. Хотелка это хочу. Вот. Для этого что нужно? Для достижения цели что нужно? Для достижения цели. Какой? Давайте мы прочитаем очень хорошее местописание. Это 1 Коринфянам 9 главу. 1 Коринфянам 9 глава. И здесь прочитаем с 24 по 27 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все?» Это вот по беговой дорожке. Апостол Павел, он все время писал, когда он писал про римских воинов, как они в одежде, он все про римских воинов писал. Здесь также, когда бежите на соревнованиях, да? Вот вы говорите, бежите, бегущие на ресталище, бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все состяжающиеся подвижники воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы не тленного. Видите, они для чего? Спортсмен для чего тренируется? У него есть, он воздерживается в пище какой-то, он вовремя ложится спать, дисциплинирует себя, да? Спортсмен во всем воздерживается, он тренируется. Также модели, они тоже воздерживаются от пищи. Они тренируются в фитнес-залах, там все у самых лучших, да, тренеров тренируются. Они воздерживаются тоже, чтобы получить вот эти кубки, вот эти медали получить. А мы для чего, здесь написано, а мы для чего нам нужно вот это воздержание? Чтобы быть человеком высокого духа, чтобы быть человеком, который любит. Это прежде всего любить, прощать, чтобы эти плоды были у нас. Пример, вот если огромный корабль, вот он идет огромный корабль, кто им управляет? Течение управляет? Нет, им управляет капитан. Он стоит у штурвала и управляет этим огромным кораблем. Им не с течения. Вот почему ты здесь оказался, а почему это случилось? По стечению обстоятельств. Вот так получилось, поплыл туда. Нужно выплыть оттуда, нужно управлять кораблем. Нужно двигаться в этом направлении. Вот. Потому что есть Божья часть, а есть наша часть. Мы свою часть должны выполнять. Вот. Не все же христиане имеют контроль над собой. Но большинство, половина, можно сказать, не имеет. Но в нашей церкви, слава Богу, мы учимся здесь. У нас библейские курсы. В нашей церкви мы в правильном направлении идем.
Бывает все. Христиане, конечно, они не могут контролировать свои эмоции какие-то, свою плоть. Вот. Уже некоторые 10, 20, 30 лет церкви, но все же такие же эмоциональные, и нет никаких изменений в Боге. А в чем дело? Вот, если задаться, в чем дело? Вот столько лет прошло, а потом в чем дело? Почему дальше ничего не происходит в моей жизни? Вот вам вам подарили карту и говорят, вот карта вам, вот там, где есть клад сокровища, вот там есть, вот вам карта, чтобы вы отыскали эти сокровища. Вот вам дали снаряжение, снарядили вас. Вы понимаете, чему, да? Бог нас спас и дал нам направление, карту эту дал. Куда мы должны идти. Вот это Слово Божье, вот эти сокровища. Мы должны прежде всего копаться в этом сокровище. Купил нам билет и говорит, езжайте вот в Речпорт, там, аэропорт, там, на железную дорогу, и езжайте, откопайте там на таком-то острове, вот карта, найдете это место и откопаете эти несметные богатства. Но почему-то некоторые не хотят, они думают, все по благодати. Господь, ты же все сделал на кресте, все по благодати. Есть Божья часть, Он свою сделал на 100%. Но есть наша часть, которую мы должны делать по-любому. Чтобы получить эти сокровища, нам нужно что-то предпринимать, что-то делать. Аминь. Потому что Матфея, там нету вот места, я не указал, но Матфея здесь написано в 11 главе, прямо вот сейчас мне пришло, в 11 главе, 12 стихе, здесь написано, как Царство Божие берется. Там 11 глава Матфея, 12 стих. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вот как Царство Божие это берется. Не просто сидят, как имели на печи, или по щучьему велению, по моему хотению. Или сивка-бурка, вещая курка, стань передо мной. И мы так хотим жить по русским сказкам. Но так не бывает. Нам нужно трудиться. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Нам нужно трудиться. Здесь написано, от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. Чтобы мы могли, гребсти, чтобы выгребсти, чтобы иметь правильное направление, чтобы двигаться за Богом. Потому что плоды Духа – это как культурное вот это растение. Да? Вы же идете на даче, сейчас дачное время, на огород, и картошку посадили, картошку нужно окучивать. Нужно сорняки вырывать, нужно поливать эту картошку. И также плодами Духа Святого нам нужно работать с этим. Больше читать, больше молиться, поститься. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, чтобы поглотить. Вот он ходит и просто ищет. И он использует всех людей. Я вам по секрету скажу. Он использует и братьев, и сестер. А еще скажу. Он использует твою жену, или твоего мужа, или твоих детей, их слабости, чтобы тебя расшатать. Вот у тебя есть воздержание, нет? Знаете, как Елисей меня расшатывал мое это. Когда он маленький, его забаловали мы, засюсюкали его, а потом через некоторое время он-то понял, я первый, мне все позволено. Когда неправильное воспитание. И потом дьявол его начал использовать. А он не понимает же. Он привык. Тогда происходит вот это. Начинается. Слово сказал, а ты не воздержался. Бывало такое у вас? И как ляпнул, как сказал. А потом думаешь, Господи, что я натворил? Зачем я это сказал? Зачем я это... Еще что-то вспомнил, кто-то тебя там керосинчику подлил. Знаете, есть такие еще керосинчики любят. Там ругаются, это потом что-то подслушает, а потом так керосинчика. А ты знаешь, она что про тебя сказала?
керосин. Дьявол использует все это. Вот. И тогда происходит взрыв. Знаете, вот. Взрыв происходит вот такой внутренний. И все это как волна атомная. И она начинает сваливать. Так происходит даже в твоей квартире. К сожалению. У нас такое тоже было. Взрыв. Жена зашаталась, потом дети зашатались. Воздержание где? Где воздержание твое? Ты же Бога любишь. У тебя же есть знание от Бога. Первое, там можно, вывести в разговорах. В разговорах и словах. Очень важно это. 1 Петра, откроем 3 главу. 1 Петра, 3 глава. И там прочитаем 10 стих. Здесь написано: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Вот. Вы любите жизнь? Мы любим же жизнь. Нам нужно держать язык свой. И также притчи, 18 глава. Почитаем притчи, 18 глава. И там прочитаем 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов их». Вот язык такой маленький член, малюсенький, но столько может зажечь. Войны начинались, ссоры, драки, убийства. Из этого маленького языка. Во власти, он говорит, во власти языка, смерть и жизнь. Или ты жизнь несешь, благословляешь своих детей, или ты проклинаешь своих детей. Мы встаем, мы Тане всегда молились молитвой Иовиса. Когда наши дети ложились спать, мы брались за руки и всегда молились за детей молитвой Иовиса. Это мы сейчас бросили через какое-то время. Расслабились уже. Дети подросли, вот умные, служат, Бога знают. Нет, расслабляться нельзя. Таня, нам нужно это на заметку взять. А мы сейчас расслаблены, но мы молились. Вот. И любящие его вкусят от плодов их. Все ты любишь, материться любишь, сквернословить любишь, злоречие, говорит, любишь. Ты вкусишь от плодов этих. Или ты любишь благословлять людей, говорить хорошее, прощать людей, говорить им добро. Второе, в пище и одежде. Воздержание нам нужно, как думаете? Очень нужно. А то есть, знаете, как их называют? Шопоголики, вот шопоголики. Ой, покупают, не покупают, потом не знают, куда эти вещи девать. Куда их девать? Полный гардероб. Давайте почитаем Матвея 6 главу. Матвея 6 глава, и там с 25 стиха прочитаем. С 25 стиха по 32. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо лучше их. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на 1 локоть? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или что во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем. Ищите прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится. Все приложится, если мы будем искать Бога. Это не говорится, что мы должны одеваться. Вот если бы я здесь вышел в драных джинсах и кроссовках, вы, наверное, многие стали бы и ушли бы, сказали, да что его слушать, оборванца этого. Понимаете, у нас должна быть мудрость, у нас должно быть понимание. Но мы не должны за этим бегать и за этим стремиться.
У нас, если есть на столе пища, мы всегда радуемся, всегда благодарим. Вот у нас не было картошки, и нас благословили, мы так радовались, жарили ее. Да, Татьяна? Жарим ее второй день. Вкусом, очень вкусная. Слава Богу. Слава Богу. Бог, Он знает. Бог, Он видит. Мы видим это. Бог заботится всегда о нас. О всех. Прежде нужно искать Царство Божье и правды Его. Остальное все приложится. Там написано в 33 стихе. Третье. В удовольствиях и заботе о земном. Плоть нужно вовремя накормить и уложить спать. Знаете, раньше я все время вечером наставить позднее время, все холодильником дружил, холодильник. Сейчас поменьше дружу, видишь, животик уже упал, не такой громадный, да? А то друг встретил, как-то приехал один пастор, он моим другом был, он как-то приехал и говорит: Олег, ты на каком месяце беременности? Пошутил, вот дружище, да? Нам нужно уметь владеть. Вот. Луки 8 глава, 14 стих Луки, от Луки 8 глава, 14 стих. Здесь написано: а упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Подавляются и не приносят. Вот это когда ты думаешь только об этом. Мы же читали, все это приложится, все это Бог дает. Все каждому, кто как работает. Своими мозгами, своими руками. Не надо в чужой огород смотреть, в чужой карман заглядывать. Вот. Насколько ты работаешь, настолько дай. Вот. И 4. От всякого рода зла. 1 Фессалоникийцам 5 глава. 1 Фессалоникийцам 5 глава. Будем заканчивать скоро. Мое время подходит к концу, а то я скоро получу. 1 Фессалоникийцам 5, 22. Здесь написано: удерживайтесь от всякого рода зла. Сторониться греха в любых его проявлениях. Бежать от греха. Подальше. Нам нужно это все. Воздержанный человек – это умерший человек. Он умер. Вы когда-нибудь видели, чтобы мертвый человек обижался? Или мертвый человек курил в гробу? Или, бухало, подайте мне. Мертвый человек когда-нибудь матерится? Нет. Он гневается? Нет. Он умер для греха и воскрес для Христа, для новой жизни, чтобы восседать на троне, чтобы жить вместе со Христом во всем. Это огромное благословение. Прежде всего семье скажу. Это огромное благословение. Огромное, огромное. Слышите меня? Когда человек воздержанный, он очень огромное благословение. Вот у меня Танечка такая. Это огромное благословение для нашей всей семьи. Всегда была такой. Всегда и есть такой. И дети это не дадут соврать. Это не я эмоциональный. Ну, я тоже стал воздержанным, научился у Татьяны где-то. Ну, и у Бога, конечно, прежде всего. Где надо. Это не дает мне шансов оставаться на таком же уровне. Я не остаюсь на таком же уровне. Я стремлюсь. Вот. Это огромное благословение. Прежде в семье, потом среди друзей. Таких людей любят, выдержанных людей. С твердым характером, умным, рассудительным. Вот. Но с юмором человек. Юморных тоже любят, у которых юмор не тупой, а знаете, как у евреев, заостренный юмор. И тогда такие люди очень нужны в церкви, в служении. Как в служении нужны воздержанные люди? Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько было бы мало всяких препятствий, раздоров, церковь еще больше бы процветала, если бы мы были бы воздержаны в служении. И мы должны быть такими, чтобы это был
У нас церковь как оазис благочестия, любви, место любви. Вот как мы говорим об этом, не просто, что написано, но чтобы мы это воплощали, чтобы это все приходило в нашу церковь, это милость, вот это принятие. И два примера, и на этом закончим. Я два примера хотел бы сказать про Исаафа. Помните, Исаав был такой, который продал свое первородство Иакову. Почему он продал? Потому что он был невоздержанный, ему жрать захотелось. Он не мог, он просто хотел жрать и все. Кушать, у него такой аппетит был вообще. Кушать хочу, дайте мне кушать. И за похлебку продал свое первородство. Человек был невоздержанный просто. Он мог бы стать великим человеком, да, первенцем израильского народа. Но Иаков стал. Даже Самсон, он тоже был помазанный Божий человек. Но он упал почему? Потому что он сделал блуд с Далидой. Он был защитником Израиля. И он был избранный человек. Но он упал. Из-за чего? Потому что у него было невоздержание противоположному полу. Мы, братья, берегите себя, смотрите, ведите себя, будьте воздержанными, будьте крепкими. Дьявол, он ходит, как рыкающий лев, кого бы поглотить, кого бы уничтожить. Он всегда атакует твое слабое место. Он не будет атаковать, чем ты не захвачен. Вот чем ты захвачен, он атакует. Дьявол знает, он дух, он знает, что он тебя не захватит, алкоголем ты бросил, или там курением, или другим. Но он знает твое слабое место. Если ты эмоциональный и материшься, он тебя надавит на пяточку, чтобы ты так сматерился и кого-нибудь послал на 3 буквы. Мир. 3 буквы. Не подумайте плохого. Мир. Видишь, как правильно мысли свои контролировать. А кто подумал плохо, то выкиньте, очиститесь от этой старой закваски. Нужно иметь Божью закваску. Бог, Он всегда защищает. Он всегда на твоей защите. Но ты должен выполнять свою часть.